Коми поступит 30 машин скорой помощи и еще столько же школьных автобусов. Распоряжение о распределении машин по регионам подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего же в регионы поступит почти 6 тысяч автомобилей. Автопарк обновят в первую очередь сельские больницы и школы, что особенно важно для жителей удаленных районов. В какие муниципалитеты Коми отправятся новые автомобили, узнал Павел Королев. 400 в Сыктывкаре и до 140 в Ухте. Это лишь средние цифры по ежедневным выездам бригад скорой медицинской помощи. Продыху не дает и ковид. Нагрузка на водителей и фельдшеров колоссальная. По 16-18 выездов за смену. А любое промедление может кому-то стоить жизни, ведь зачастую счет идет на минуты. У нас четко регламентирована работа, диспетчер не должен принимать вызов более 2 минут, и, соответственно, бригада не должна выезжать на вызов не более 4 минут. То есть на все про все у нас 4 минуты для старта бригады для оказания вызова. Если вызов осуществляется в экстренной форме, то есть по жизнеугрожающему состоянию, бригада должна оказаться у пациента до 20 минут. А в сельских районах гонки со временем еще прибавляются и большие расстояния. В медвежьих углах, коих в республике достаточно, не просто нужны проходимые, но и оснащенные всем медицинским оборудованием автомобили. Депутат Госсовета Коми Андрей Климушев, в прошлом фельдшер скорой, не понаслышке знаком с вопросом. По его словам, при закупке карет скорой помощи в первую очередь будет учитываться специфика региона. Приходят нам автомобили класса «Б», это достаточно хорошо оснащенные автомобили, которые позволят оказать качественную медицинскую помощь. Это и дефибрилляторы, это и кислородоподача, это и все необходимые другие медицинские приборы, которые требуют экстренно оказать медицинскую помощь пострадавшим или просто больным пациентам. Автомобили скорой поступят в регион до конца года, но помимо медиков, свой гараж обновят и школы, в первую очередь сельские. В прошлом году республика уже приобрела 76 новых школьных автобусов. Большую часть средств, а это 113,5 миллионов рублей, направили из регионального бюджета по личному поручению главы Коми. Но ситуация на местах требует продолжения этой работы, и помощь от федералов в виде 30 новых школьных автобусов будет как никогда кстати. Школьные автобусы сегодня это, конечно же, не роскошь, это та необходимость, жизненная необходимость для обеспечения образовательного процесса. Карта потребностей среди регионов была составлена депутатами Государственной Думы, как раз фракции «Единая Россия», и основывалась эта карта потребностей на запросах школьников, родителей, муниципалитетов и, конечно же, школ. Обновить в течение ближайших 3 лет в регионах парк машин скорой помощи и школьных автобусов. Такую цель правительству поставил президент России Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию. При этом за счет средств федерального бюджета ежегодно должно быть закуплено не менее 4000 новых автобусов и не менее 5000 машин скорой помощи. А это значит, что темпы по обновлению автопарка больниц и школ региона будут только нарастать. Павел Королев, Олег Юшков, телеканал Юрган.